На минувшей неделе одним из главных спортивных событий был турнир на призы президента Союза Тэквондо России. Этот старт – один из этапов отбора на чемпионат мира. Главный тренер астинской сборной Аветис Оганесян повез в Карачаево-Черкесию достаточно сильный и настроенный на победу состав. Для поднятия боевого духа за день до турнира в гостиничном номере было небольшое собрание. Аветис Герамович подробно рассказал о важности турнира и дал персональные указания каждому спортсмену. Давайте выступим, получим удовольствие с этих соревнований. Там мы выезжали, и тоже такие слова прозвучали, как отец одного из моих прошлых спортсменов сказал, что вы, говорит, ваше настроение на обратном пути было лучше, чем сейчас. Непростая задача стояла перед Георгием Гурциевым, который выступал в весовой категории до 58 килограммов, так как это самый конкурентный вес в России. Напомним, чемпионат страны молодой тэквондист пропустил из-за травмы, и это был его первый старт за долгое время. Я считаю, что 58 на этом турнире самый такой конкурентный вес. Ребята есть, да, неплохие ребята есть. Попов Георгий, он в составе сборной. Так, есть Алиев, он выиграл чемпионат России последний. Так, Шишко, он также в отборе участвует. Кирсанов. То есть ребята есть, и это радует, потому что конкуренция. Нелегкий путь был уготован и для лидера нашей сборной Сармата Цакоева. Буквально неделю назад Сармат стал победителем чемпионата Европы и снова в бой. Безусловно, если честно, если такой промежуток между стартами маленький, это всегда тяжело, тем более основной старт у меня был чемпионат Европы. Всегда надо как-то подстраиваться под режим, под календарь, поэтому также на 100% готовимся. Проблемы были и у Анисии Чалахсаевой. За неделю до турнира Аветис Оганесян не планировал брать ее на этот старт из-за травмы. Но спортсменка, работая на тренировке, доказала свою профпригодность и заслужила доверие тренерского штаба. Мой тренер мне, конечно же, помог настроиться на завтрашние соревнования. Он меня всегда поддерживает, всегда настраивает. Сама я, конечно, настроена только на победу, на золото. Я готовилась, тренировалась, я уверена в себе, я уверена в завтрашней победе. Я знаю, что завтра будет тяжело, будут серьезные спортсменки, но я настроена на победу. Одним словом, головной боли у Аветиса Герамовича хватало, но лидеры команды на то и лидеры, чтобы проявлять себя и показывать результат в любых обстоятельствах. По программе турнира первым на площадку вышли представители прекрасного пола. В нашей сборной выступления начались с поединка Анисии Чалахсаевой. Ее соперницей была ростовчанка Ядвига Дмитриева. Поединок не был богат на технические действия, обе спортсменки осторожничали и не рисковали. Первая двухминутка завершилась сухим счетом, а во второй Дмитриева вышла вперед. Однако Чалахсаева не стала форсировать события и смогла набрать победные баллы в конце третьего раунда. Итоговый счет 3-1. Что касается другой астинской спортсменки Ирины Тамаевой, то она свой первый поединок выиграла без боя и стартовала в турнире со стадии четвертьфинала. Ее оппоненткой была москвичка Кисаран Халлаева, и по итогам двух раундов столичная спортсменка смотрелась весьма убедительно. Перед последним перерывом счет был 7-1. В паузе между раундами Алан Нугаев не скрывал своего недовольства и требовал от Тамаевой результативных атак. За полминуты Ирина отыгрывает 5 баллов, и отрыв становится минимальным, и казалось, что победа близко, но Халлаева больше не дала шансов Тамаевой. Встреча завершилась со счетом 8-6. А вот Анисия Чалахсаева в своем очередном поединке встречалась с Ангелиной Петренко из Красноярска. В первом периоде спортсменки не особо смогли себя проявить, и на табло отображались скучные нули. Но во втором периоде ситуация кардинально изменилась. Анисия смогла набрать 3 балла за счет точной атаки в голову. Спортсменка из Красноярска не осталась в долгу и дважды заработала по 2 балла, но Анисия вновь смогла повторить атаку в голову и вышла вперед. Третий раунд Чалахсаева начала с неплохим очковым запасом, но продолжала действовать первым номером. Ангелина Петренко не смогла сохранить достаточное количество сил до конца встречи и уступила.
Спустя полчаса судья-информатор вновь объявляет выход на корт Анисии Челахсаевой. Путевку в финал оспаривала Елена Кривейченко из северной столицы. Челахсаева вновь первой делает выпад и ведет в счете. Завладев центром корта на протяжении всего поединка, она действовала первым номером. Развязка наступила в третьем раунде. При счете 8-6 Челахсаева завершила полуфинальную встречу атакой в голову и с комфортным преимуществом довела дело до победного конца. В финале Челахсаева разделила корт с тайквандисткой из Челябинска Маргарита Близнякова, мастер спорта международного класса и победитель Кубка России. Анисия ничуть не стушевалась и начала встречу с трехбального действия, провела точный удар в голову. Близнякова также смогла провести несколько хороших атак. В основном спортсменка из Челябинска старалась работать на руках. Нельзя сказать, что это был эффективный способ, но тем не менее, после 2 раундов Близнякова вела с преимуществом в 1 балл. В начале заключительного раунда Маргарита вновь проводит успешную атаку, Челахсаева отвечает и счет становится равным. В следующем эпизоде Близнякова просто выталкивает Челахсаеву с корта и получает балл, а Витис Оганесянц пытается оспорить сомнительный балл, но судейский вердикт не изменился. За минуту до конца Челахсаевой было необходимо набрать минимум 1 балл. Попыток было сделано немало, но все же Анисия уступила со счетом 15-14. Стоя на пьедестале, Челахсаева выглядела довольной, но по старой спортивной традиции серебряную медаль сразу сняла. Был 3-месячный перерыв в результате травмы колена. Ее там уже готовили на операцию, еще что-то, да. Но в конце концов с помощью определенно проведенного лечения она пришла в себя. И в принципе вся ее подготовка состояла 2,5 недели. Она позанималась, и я не хотел ее вообще сюда брать. Она проявила характер, все, да, и доказала, что она может претендовать на участие в чемпионате мира. Во второй половине дня в спорткомплексе «Юбилейный» стали съезжаться мужские сборные. После церемонии открытия они сразу же вступили в бой. Первым на корт вышел Георгий Гурциев, противостоял ему Абдулмаджид Гасанов из Республики Дагестан. Астинский тэквондист отличается техникой и красивыми техническими действиями. В этом бою подопечный оганесянца не смог до конца раскрыться и действовал скованно, но это не помешало ему уверенно победить с разгромным счетом 26-3. В следующем поединке уровень оппозиции для Георгия был значительно выше в лице Сергея Кирсанова, который представлял Татарстан. И в этой встрече Гурциев, что называется, дал волю ногам и стремительно набирал баллы. Несмотря на то, что очковый разрыв был невелик, Гурциев полностью контролировал ход поединка и действовал с позиции силы. Итоговый счет 30-13. В полуфинале Гурциев встречался с более опасным соперником, ростовчанин Георгий Попов, серебряный призер чемпионата мира и чемпионата России. С самых первых минут Попов стал активно наносить удары в область головы, которые зачастую приносили ему по 3 балла. Как следствие, первый период остался за ним с отрывом в 6 баллов. Во втором Гурциев собрался и смог сравнять счет 17-17, и это говорило об уровне упорства поединка. В заключительном раунде Гурциев в одном эпизоде пренебрег защитными действиями, чем и воспользовался Попов. 43-27 не отображает действительность, но этот счет горел на табло, и от этого никуда не денешься. Георгий Гурциев стал бронзовым призером, и о шансах поехать на чемпионат мира нам рассказал главный тренер сборной Северной Осетии. Значит, как вы знаете, что отбор на чемпионат мира проходит по 3 турнирам. Это чемпионат России и 2 турнира, которые определены тренерским советом. Но Георга Гурциева включили в этот отбор, причем когда он не участвовал на чемпионате страны. Он находится в достаточно сложной ситуации, потому что у него уже -1 соревнование. На этих соревнованиях он в 3 попал, и здесь все посмотрим, все скажут мультиигры, потому что у него достаточно сильные соперники, здесь конкуренция серьезная. Ему надо будет все доказывать на мультииграх в Болгарии, в Софии, которые пройдут в начале июня месяца. Неподдельный интерес вызвало выступление капитана нашей сборной Арута Меликситянца, который выступал в весовой категории до 87 килограммов. В первом поединке его оппонентом был москвич Алексей Комиссаренко. Бой проходил под диктовку Арута. От раунда к раунду преимущество нашего тэквондиста только нарастало. В
В итоге все закончилось тем, что угол Комиссаренко во втором раунде отказался от продолжения. На стадии четвертьфинала меликситянц должен был помериться силами с Юрием Кириченко, который выходил в статусе чемпиона Европы. И в первом периоде Арут был в роли догоняющего, однако капитан нашей сборной не только отыграл отставание, но и вышел вперед 6-5. Но Кириченко за несколько секунд до конца встречи смог сравнять счет и перевести встречу в дополнительный раунд. В случае ничьи преимущество оставалось за Арутом по дополнительным показателям. Именно это и случилось. Меликситянц вышел в полуфинал. Последней преградой на пути к золоту был москвич Александр Пряжников. Бой нес напряженный характер, спортсмены мало двигались и тщательно готовили свои атаки. Чуть больше в этом преуспел столичный спортсмен. Проигрывая 4-1, меликситян заносит Твичаги прямо в грудь, и судьи по достоинству оценили техническое действие. Однако на заключительный раунд Пряжников вышел сверхмотивированный и провел несколько результативных атак. Абсолютно равный поединок перерос в полное доминирование столичного спортсмена. Ну так сложно, наверное, говорить. Победил действующего чемпиона Европы. Это действительно так. Просто с одним что-то идет, это же людской фактор. С одним что-то идет, с другим не идет. Потом он пропустил удар в пах. Да, там сложно было восстановиться, да, в перерыве я общался с ним. Ну, там много нюансов, да. Но я обычно говорю, ну, значит, не был настолько готов, чтобы победить. Бронзовую россыпь своих товарищей смог разбавить лидер команды Сармат Сакоев, который не испытал особых проблем в своем дебютном поединке с ростовчанином Николаем Нечипасом. Сармат работал с большим запасом и делал ровно столько, сколько нужно для уверенной победы. Разница в классе отчетливо была видна на табло. Во втором поединке Сармат Сакоев экзаменовал краснодарца Александра Янова. И в дебюте соперник был хороший, старался отвечать атакой на атаку. Но к концу первого раунда астинский тайквандист все же вышел вперед и смог завладеть преимуществом. А во втором показал, за что все любят этот вид спорта. Янов не ожидал резкого выпада от Сармата, который прикормил соперника ударами в корпус. Доля Чаги в голову стал откровением для краснодарского спортсмена. В честь Янова он сразу поднялся, но поединок был прерван. В полуфинале Сармату Сакоеву пришлось максимально выложиться против спортсмена из Челябинска. Вячеслав Минин провел несколько хороших атак и вышел вперед. Вплоть до третьего раунда он находился в шаге от финального поединка, но в последние 20 секунд Сакоев смог собраться и забрать концовку. В финале Сармат встречался с ростовчанином Давидом Назаряном. Буквально за несколько минут до старта они вполне приятельски общались, но выйдя на корт, все это отошло на второй план. В этом поединке Сармат не стал доводить до нервной концовки и сразу стал набирать баллы. Назарян был хорош, старался отвечать хорошими атаками, но Сакоев просто был выше классом. Итоговый счет 18-15. Честно сказать, результатом доволен, но качеством работы, если честно, не особо доволен. Видимо, сказалось то, что вот 10 дней буквально между важными стартами, буквально чемпионат Европы прошел 10 дней назад, и сейчас сюда поехал. Ну, если честно, думаю, качество работы могу подтягивать. И по турнирной сетке шел хорошо, то есть первые 2 боя досрочно одолел, в третьем был в полуфинале, вот это сказалось, я думаю, 10 дней отдыха всего лишь. Ну и то, даже отдыха не было, тренировки были. Выиграл спортсмена из Челябинска, опытного, очень такого тоже возрастного. Поначалу проигрывал, но мне тяжело втянулся в бой, поэтому так счет пошел в его пользу, но в конце удалось мне додавить его и выиграть. Впереди спортсменов ждет второй этап отбора, международный турнир в Болгарии, который состоится летом. Если говорить о Сакоеве, то он одной ногой уже на чемпионате мира, и в Софии просто нужно подтвердить статус фаворита. Что касается Гурциева, то он в крайне тяжелом положении. Болгарию нужно покорить как своей силой, так и красотой тэквондо.